Мне головой бил, я же сколько раз мне головой бил. Он меня в пах бил, мои перчатки держал, одежду держал, за сетку. Ну, блин. Ну, какие тейкдауны, скажи мне? Там никаких тейкдаунов не было. Я же сам садился же. Я такие удары ему всаживал, я же. Толпу на толпу. Так что для меня это привычно. Когда ты услышал, что решение раздельное, думал ли ты, что сейчас победа уйдет не тебе? Если честно, у меня никаких сомнений не было, потому что мои секунданты очень опытные бойцы, профи-бойцы. Ойти Дазаев, Даурен Ермеков, Османжан Касымов, они мне говорили каждый раунд, то, что где я выиграл, где я проиграл. Также в 5-й раунд, когда закончился, мне мой секундант сказал, ты его выиграл вчистую. Ну, я сам, в принципе, знал, то, что я выиграл. Посмотрите, сколько я урона нанес. Все же видели. Что было самое для тебя тяжелое? То есть было ли тяжело сдерживать тейкдауны? Было ли тяжело принимать какие-то удары? Вот у тебя сечка, да, под левым глазом как раз. Сечка, если честно, да, блин, честно скажу, блин, он мне головой бил, я же сколько раз мне головой бил. Он меня в пах бил, мои перчатки держал, одежду держал, за сетку, ну, блин. Неправильно это было. Я судье говорю, он тоже мне говорит, я видел это все, я видел. После боя судье подошел, почему ты не делал? Он говорит, я же говорил. По идее, должны были предупреждение дать. Также в партере лежали. Ну, какие тейкдауны, скажи мне? Там никаких тейкдаунов не было. Я же сам садился же. Ну, когда ты даже... Тейкдаун, я скажу, тейкдаун это когда ты бросаешь, и ты его там удерживаешь на полу. А я сам же садился же, вы это все видели. Я не знаю, какие тейкдауны там. Вот еще было очень много моментов, когда ты попадал жестко прям с коленей, ты жестко попадал с локтей. Вот такие моменты, знаешь, когда ты попадаешь, но видишь, что там соперник, например, не в состоянии гроги, не потрясен, они тебя как-то... Ну, если честно, блин, я такие удары ему попадал, да, я вот, блин, честно, вижу, у него глаза плывут. Ну, чуть-чуть не хватало, он же опытный боец, он успевал там в клинч заходить и не смог таки добить его. Ну, если честно, он удары держит, да. Я такие удары ему всаживал, я же. Ну, уже ты видел сам мой бой, ты видел то, что я что делал? Я шел постоянно вперед, я хотел выиграть, ты видел это? Я шел, я дрался, я чемпион, я хотел свою защитить. Я вышел конкретно защищать его, и все это видели. Даже то, что я пошел, руки отпустил последний раунд, сказал, давай. Обращал ли ты внимание, что в угол Кали периодически, в перерывах подходил Абдулманап Нурмагомедов? На сцене казино в Сочи выступит популярный представитель российской рэп-культуры Дино MC47. А на сцене казино Бумеранг выступит... Я, честно, даже не смотрел его в угол, я же. Абдульманап это очень великий тренер. У него сын, чемпион Хабиб Нурмагомедов. Ну, на все воля Всевышнего. Было мне предопределено выиграть. Я выиграл этот бой, альхамдулилля. Ты, как сказать, не знаю, растерялся, когда в конце произошла вот такая вот потасовка в углу, начали перелетать люди через сетку, вообще что-то непонятное? Честно, я уже сколько дерусь, постоянно так, на моих боях постоянно кипиш, постоянно залетаю, там это. У нас народ эмоциональный. Ну, если честно, я тебе скажу так, альхамдулилля, за свои годы много чего повидал, я вырос на таком районе, мы постоянно так толпу на толпу, так что для меня это привычно. И также, в принципе, все приехали сюда с таким настроем, то, что будут драться, там все спортивным приехали. Конечно, я не хотел бы, чтобы была драка, чтобы кто-то между собой подрались там, все с таким настроем приехали. В конце случилась такая какая-то потасовка. В конце 5-го раунда вы видели, оба руки опустили, пошли в рубку. В этот момент его младший брат Артур подбежал на наш угол, залез на клетку, да, вот на помост, да. И там начал в нашем углу подсказывать своему брату. Я понимаю, эмоции, все такое, никто это не отменял. Но спортивная дисциплина, именно воспитанность, вот это должно быть. И наши одноклубники взял его
оттолкнул и сказал, иди в свой угол, короче. И оттуда уже охранники подбежали, вот это. Друг друга толкнули и все, а так ничего. Потом как-то прям много-много народу набежало. Да, много набежало, да, думали там драка, то все, такого не было. Но чисто, никто никого не ударил. Нет, никто не ударил, просто толкнули, но это неправильно, представляете, я к ним в угол пойду, он к нам, короче, там же драка же будет, это неправильно. Я думаю, надо сдерживать эмоции, все-таки мы мужчины, мы должны себя сдерживать. Мы вот где-то месяца полтора назад разговаривали с Саетом Абдрахмановым, и он говорил, что этот бой, в принципе, для тебя он реально определяющий. То есть, пойдешь ли ты в UFC или не пойдешь в UFC. Ну и, видимо, как бы тут очевидно все. Ну да, думаю, да я уже давно заслужил. То есть он дрался за пояс, и видел, я сегодня его выиграл. Да я со сколькими, посмотри всю мою карьеру, ни с одним проходным бойцом не дрался, мне все бои тяжелые. Да, многие, они UFC берут там некоторых, честно, да, таких бойцов, которые вообще не на уровне, например. Они смотрят там, ну давайте мешков, я тоже буду их бить, и такового у меня будет нокауты. И, конечно, меня так возьмут. Да у меня все бойцы на уровне, я же. Тагир Уламбеков, какой боец, какая у него команда, ты же знаешь Тагира, габаритный парень, сильный, Тайсон М, Артур Багаудинов. С мой дебют был с Оскаром Дольчиным, у него какой там рекорд боев был. Так что вот сегодня защищал пояс против экс-претендента на пояс UFC, бывшим чемпионом Fight Night, он же тоже был чемпионом Fight Night. У тебя сейчас пальцы сломаны, верно я понимаю? Два пальца у меня вот этих, вот этот. В какой момент выбил, не почувствовал? Блин, если честно, вот этот я палец сразу выбил в начале, я на него неправильно встал, у меня вот сюда он ушел, короче. Вот этот я уже в конце, где-то в 4-м раунде чувствовал, что сломал его.